Приветствую всех! Сегодня мы погружаемся в историю, полную интриг и сражений, в борьбу за гегемонию в Центральной Азии. Речь пойдет о начале VIII века, Здравствуйте. Да, время действительно переломное. и, что самое ценное, мы будем опираться не просто на пересказы, а на слова, выжеченные в камне, на древние тюркские рунические надписи. Именно. Это уникальные источники, голоса самой эпохи. Наша задача — разобраться в этом сложном конфликте между енисейскими кыргызами и Вторым тюркским каганатом. И, конечно, в центре внимания фигура кыргызского правителя Барсбега. Попробуем услышать, как сами участники описывали те события. Ну, стоит начать с того, что после восстановления Второго тюркского каганата, это был 692 год, кыргызы сразу же оказались, так сказать, в центре оппозиции. То есть они были одними из главных противников. Да, причем не единственными. В тюркских надписях прямо говорится, как тюрки воспринимали свое положение. Вот, например, есть такая цитата. Очень интересно, что там. Справа, то есть на юге, народ Табгач был врагом. Табгачи — это китайцы. Слева на севере народ Токуз-Огузов был врагом. А кыргызы? И дальше перечисление. Кыргызы, куриканы, отуз-татары, Китай и татабы все были врагами. Представляете? Буквально кольцо врагов. Да уж, картина не из легких. Со всех сторон противники. И вот что интересно. Несмотря на это, тюрки ведь сначала как-то, признали силу кыргызов. Совершенно верно. Это очень любопытный момент. Правителю кыргызов, Барсбегу, они даровали титул кыгана. Кагана? То есть такой же титул, как у правителя самих тюрок? Именно. Высший титул. Более того, чтобы укрепить этот союз, они выдали за Барсбега сестру Бильги Кагана, одного из будущих правителей каганата. Ух ты! Это серьезный шаг. Есть об этом упоминание в надписях. Да, сам Бильги Каган позже писал об этом. Вот его слова. «Был Барсбег. Мы в то время. Даровали ему титул Кагана и дали ему в супружество мою младшую сестру, княжну. Казалось бы, вот он союз, титул родственной связи. Прямой путь к миру, к сотрудничеству». Как это часто бывает, политика оказалась сложнее личных связей. Барсбег, получив такой статус, похоже, не собирался быть младшим партнером. То есть он продолжил свою игру? Именно. Он начал действовать против тюрок. Очень активно. Мы знаем, что он отправлял посольство в Китай, в империю Тан. К главному врагу тюрок. Да, как раз в те годы, когда Тан воевала с тюрками. Известно о посольствах 707, 709, 711 годов. То есть Барсбег, по сути, стал частью новой антитюркской коалиции. И тюрки, конечно, это понимали. Безусловно. И вот тут мы снова обращаемся к надписям. Они очень четко показывают, как тюрки оценивали эту угрозу. Есть там такой пассаж. Какой? Каган Табгачский был нашим врагом. Китайский император. Каган Десятистрел был нашим врагом. Это правитель тюргишей, еще одного сильного племенного союза. А дальше? Но больше всего нашим врагом был кыргызский сильный Каган. Вот так. Они прямо выделяют Барсбега как главную угрозу. Сильный Каган. Они признавали его силу, но теперь видели в нем врага номер один. Даже несмотря на родство. Именно. И дальше в надписи, по сути, излагается план действий. Втроем мы объединимся и уничтожим его. Речь идет о союзе тюрок, видимо, с кем-то еще против кыргызов, тюргишей и Китая. Но главный удар по Кыргызстам. То есть они решили нанести упреждающий удар. Не ждать, пока коалиция Барсбегами берет полную силу. Совершенно верно. И вот этот поход зимой 710-711 года — это, конечно, нечто выдающееся с военной точки зрения. Через Саянский хребет зимой? Кто его возглавлял? Легендарные фигуры. Мудрый советник Тонь-Юкук и два принца, будущие правители Кюльтыгин и Могильян, который станет Бильги Каганом. И Тонь-Юкук оставил описание этого перехода. Да, в своей надписи он подробно описывает трудности. Это действительно впечатляет. Он пишет: «Я искал знатока той местности и нашел человека из степных азов». Азы — это одно из местных племен. Нашли проводника? Да, но дальше. Цитирую. «Местный путеводитель, сбившись с пути, был заколот». Вот такая суровая деталь. Да. То есть они остались без проводника в горах зимой? Похоже на то, и дальше Тунь-Юкук пишет:
С большим трудом мы спустились, и в 10 ночей мы прошли, обойдя горный снежный завал. 10 ночей пути по горам, по снегу, в обход невероятно. Это же огромный риск. Но, видимо, ставка была на внезапность. Именно. Этот обходной маневр позволил им выйти к кыргызам совершенно неожиданно. С той стороны, откуда их не ждали. И так описывается сама атака. Танюкук лаконичен, я бы сказал, жесток. На киргизов мы напали во время их сна. То есть ночная атака на спящий лагерь. Проложили путь копьями. Прямо так и написано. Проложили путь копьями. Да, коротко и ясно. А в надписи в честь Кюльтигина, другого участника похода, есть продолжение этой истории. С их каганом мы сразились в Чернесунга. Чернесунга — это, видимо, название местности. И чем закончилось сражение? Киргизского кагана мы убили, и племенной союз его взяли. Конец. Барсбек погиб в этой битве. Так вот как. Человек, которого они сами возвысили до кагана, муж их сестры, был убит ими же в бою. Жестокая ирония. Политическая реальность того времени. Личные связи уступали геополитическим интересам. Каковы были последствия этого разгрома для кыргызов, кроме гибели правителя? Последствия были катастрофическими, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Все надежды кыргызов на гегемонию в регионе рухнули в одночасье. Надписи говорят что-то о судьбе народа. Да, и опять же очень прямо и безжалостно. А народ его стал рабынями и рабами, то есть полное подчинение. Да, тюрки установили свой контроль над Минусинской котловиной, где жили кыргызы, разместили там свои гарнизоны, назначили наместника. Это поражение надолго вывело кыргызов из большой политической игры. И изменило баланс сил во всей Центральной Азии, надо полагать. Безусловно. И еще один важный момент. Это способствовало дальнейшему распространению древнетюркской культуры, языка, письменности на землях енисейских кыргызов. Они вошли в состав каганата, пусть и на правах покоренного народа. Есть еще одна деталь, которая меня зацепила в описании. Про каменный столб. Балбал. Да, это очень интересно. Тюркская традиция ставить балбалы, такие каменные столбы или изваяния, в честь убитых знатных врагов. И вот в надписи говорится, что тюрки поставил во главе вереницы могильных камней балбалом киргизского кагана. То есть они установили памятный знак в честь поверженного врага. Это, как понимать, уважение к сильному противнику. Да, это сложная смесь триумфа победителя и одновременно признание статуса и доблести побежденного врага, особенно если он был каганом. Это часть их воинской культуры, их мировоззрения. Поразительно. Итак, что же мы видим, глядя на эти события через призму рунических надписей? Мы видим, во-первых, невероятно драматичную историю взлета и падения одного лидера и его народа. Во-вторых, мы видим, насколько хрупкими могут быть политические союзы, даже скрепленные родственными узами. И насколько решающими могут быть военная стратегия, внезапность, как в том походе через Саяны. Прямую речь. Эти надписи — это не сухая хроника, это взгляд самих тюрок на эти события, их оценки, их эмоции, пусть и выраженные сдержанно. Да, вот это кыргызский сильный каган, проложили путь копьями. Это же не просто факты, это передает дух эпохи. Точно. Мы слышим, как они воспринимали своих врагов, как описывали свои победы, свои трудности. Это оживляет историю, делает ее объемной. Мы видим сложную картину межплеменных отношений, где переплетаются личные амбиции, политический расчет, война и даже своеобразное уважение к врагу. Именно так. Эти камни говорят с нами через века, рассказывая историю борьбы за власть, историю судеб. И вот финальная мысль, которая возникает. Чисто гипотетически. А что если бы? Что если бы тот зимний поход Тунюкука и принцев провалился? Если бы они не смогли перейти Саяны или были разбиты? Или если бы Барсбек, этот сильный каган, одержал победу в битве при Чернесунга? Да, как тогда могла бы повернуться история Центральной Азии? Возник бы кыргызский каганат как доминирующая сила уже тогда, в VIII веке. Это, конечно, из области альтернативной истории, но такие вопросы помогают оценить значимость тех событий, о которых нам рассказали древние руны, понять, насколько все могло быть иначе. Действительно, вот такой глубокий взгляд в прошлое дают нам эти удивительные источники. Спасибо за этот разбор. Спасибо вам.
Тема действительно захватывающая.